Здравствуйте, вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Ежегодно в России в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. Времена меняются, но неизменным остается уважение перед медиками, людьми, которые стоят на охране здоровья и благополучия человека. В преддверии праздника у нас в гостях Лена Афанасьева, министр здравоохранения республики. Лена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. В первую очередь, позвольте поздравить вас и ваших коллег с наступающим Днем медицинского работника. И вот именно в медицинской отрасли можно применить выражение «кадры решают все». Расскажите, пожалуйста, какие сегодня применяются меры по обеспечению медицинскими кадрами? Во-первых, благодарю от всей отрасли здравоохранения за поздравления, и вообще за приглашение поучаствовать в вашей программе. И то, что касается медицинских кадров, конечно, основа здравоохранения – это квалифицированные кадры. И для того, чтобы привлечь в отрасль кадры, ведется очень большая работа. Для того, чтобы закрепить, тоже ведется работа. При этом мы в целях привлечения и закрепления кадров на местах в медицинские организации на территории нашей республики действует ряд мер, которые направлены на то, чтобы наши специалисты работали на местах. Одна из действенных мер – это земский доктор и земский фельдшер. Эта программа достаточно давно работает. Она начала работать с 2012 года и, собственно, показала себя очень хорошо. За этот период у нас по республике привлечено более 1000 врачей. Далее, более 150 фельдшеров. При этом на сегодняшний день программа работает, и где-то с 2020 года поменялись сумма компенсации, которая выплачивается для наших работников. Если ранее это было 1 000 000 для врача и 500 рублей для фельдшера, то с 2020 года стали выплачивать 2 миллиона для врача и 1 миллион для среднего медицинского персонала, для тех специалистов, которые выезжают в сельские местности, в отдаленные и труднодоступные территории республики. Это, собственно, практически во многих регионах Российской Федерации эта программа действует. И, конечно, то, что касается привлечения целевого набора, эта программа тоже работает. И, наверное, больший упор уже будет делаться на целевой набор специалистов для того, чтобы впоследствии эти специалисты работали в наших медицинских организациях. Та мера, конечно, мы понимаем, когда специалисты приезжают на места, конечно же, необходимо налаживать все, начиная с быта до условий проживания. И тут действует программа, которая с прошлого года мы уже стали набирать заявки по обеспечению качественным жильем. И эта программа, она действует не только на медицинских работников, но и на преподавательский состав, то есть на учителей, да. Программа работает достаточно давно, но с прошлого года мы стали набирать заявки для того, чтобы обеспечить как раз компенсацию 50% оплаты от стоимости типовой однокомнатной квартиры для наших специалистов при условии, если они проработают 5 лет на той территории, куда были направлены для работы. И на сегодня, конечно, уже много специалистов спрашивают о этих мерах поддержки. И эта программа у нас закреплена за Министерством строительства. И вот буквально недавно я разговаривала с министром строительства. Он говорит о том, что если раньше были ограничения до 40 лет, да, специалисты должны получать данную меру поддержки, то на сегодняшний день ограничений по возрасту нет. Кстати, по земскому доктору тоже ограничений по возрасту нет. На самом деле складываются за 10 лет существования программы очень привлекательные условия для того, чтобы работать в сфере здравоохранения. Скажите, в рамках десятилетия здоровья, которое объявил глава республики Айсен Николаев, за последние годы какие приоритетные направления развития системы здравоохранения обозначены? В 2021 году наш глава Айсен Сергеевич объявил десятилетие здоровья. Это закреплено указом
указ, мы его называем стратегический указ 1782, который является настольной книгой для каждого руководителя медицинской организации. Указ называется о стратегических направлениях развития общественного здоровья и здравоохранения Республики Саха-Якутия. В данном указе четко обозначена цель, которая необходима. Это добиться того, чтобы сформировать отношение людей к своему здоровью и к тому, что здоровый образ жизни — это норма жизни, да, это то, чего мы хотим. При этом это направление, оно, конечно, межведомственное. Тут работает не только здравоохранение, но и, конечно, Министерство спорта, Министерство образования, экологии, то есть то, что влияет на нашу жизнь. Далее в указе указаны направления развития здравоохранения по профилактике, по пациентоориентированности и по персонализированному подходу, при этом на всех уровнях оказания медицинской помощи. Развитие специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи с формированием центров компетенции по этим профилям. Ну, конечно же, развитие генетики, потому что без генетики на сегодняшний день мы четко знаем, что мы должны подходить в лечении наших пациентов с очень глубоко персонализированным, глубоко прецизионным подходом, то есть даже вплоть до генетических особенностей, наличия тех или иных мутаций, ну и так далее. То есть на сегодняшний день очень много тех направлений, которые связаны с персонализированным подходом. Да? Ну, конечно же, развитие цифрового здравоохранения. На сегодняшний день мы без этого, ну, наверное, это норма жизни практически во всех направлениях, но здравоохранение без этого не может обойтись. Далее, конечно же, внедрение научных открытий в практику здравоохранения. Ну и, конечно, основа основ — это кадры, то есть квалифицированные кадры, которые должны быть, кадровый потенциал. Это все указано в стратегическом указе по развитию нашей отрасли. Скажите, о каких-то наиболее значимых достижениях уже можно говорить или пока еще рано? Ну, вообще хочется сказать, что в последние 5 лет очень много сделано в отрасли здравоохранения. Да? Здесь, конечно, особая роль уделяется тому вниманию главы республики, развитию нашей отрасли. И вот буквально за последние 5 лет, если мы говорим, что первичное звено — это тоже основа основ, медицина как раз и начинается, профилактическая медицина, с первичного звена, то на развитие материально-технической базы первичного звена здравоохранения Айсен Сергеевич, благодаря его такой очень последовательной, грамотной работе, привлечено порядка 6 с лишним миллиардов рублей только на материально-техническую базу. То есть вот мы уже на сегодняшний день имеем объекты здравоохранения, это более 63 объектов врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Далее строятся больничные комплексы. Да? У нас на сегодняшний день уже 2 больничных комплекса есть. Это Верхоянская ЦРБ, Вилюйский комплекс, который сдан в прошлом году. И уже строится больничный комплекс из прошлого года. Это Татинская ЦРБ, это поликлиника на 200 посещений в смену. Это больничный комплекс в Мумском районе, далее в Чурапчинском районе. Эти 3 больничных комплекса будут сдаваться в этом году, то есть до конца года. И также строится Усьмайская ЦРБ, строится больничный комплекс. Ну и с этого года начинается строительство в Мегино-Кангаласской ЦРБ, да, тоже больничный комплекс, в Нюрбинском районе, далее в Сунтарском Альгейская врачебная амбулатория, ну и в Намской ЦРБ. И это большие больничные комплексы, которые будут сданы какие-то в будущем году, какие-то уже в 2025 году. Конечно же, мы все знаем, что очень такое серьезное прорывное строительство — это кардиососудистый центр. На сегодняшний день все то, что сделано, это вот материально-техническая база, она дает очень серьезные плоды, которые, собственно, начиная с введением новейших технологий диагностики,
лечения и заканчивая уже такими серьезными показателями, как снижение смертности от кардиососудистой патологии. Здесь, конечно, хочется сказать, что в рамках национального проекта у нас в 8 районах республики открыто первичное сосудистое отделение. И если мы раньше говорили о том, что да, кардиологов не хватает, но на сегодняшний день есть технологии, которые могут, собственно, сделать так, чтобы именно не пропустить начальную кардиологическую патологию или сосудистую патологию. В прошлом году было закуплено 50 теле-ЭКГ аппаратов. То есть, если мы раньше говорили, возможно ли это, на самом деле это возможно, когда в фельдшерско-акушерском пункте врачебной амбулатории стоят электрокардиографы, которые передают прямую запись в дистанционный центр кардиососудистого центра, который является почти центром управления рисками. И когда в режиме онлайн наши специалисты получают пленку ЭКГ и видят изменения в ЭКГ, то, конечно, тут же принимаются определенные. Во-первых, проводится телемедицинская консультация, и при наличии, допустим, показаний для госпитализации, даже экстренной госпитализации в кардиососудистый центр, в региональный сосудистый центр, то отправляется санавиация, и пациента привозят на лечение. Это вот то, что касается кардиологического направления. Конечно же, очень много мощных технологий, современных, прорывных, которые уже внедряются. Там мы все уже знаем, на слуху это есть, да? Далее, значит, была реконструкция радиологического корпуса. Это первая очередь строительства онкоклинического центра. Тоже очень много внедрений. Это и оснащение современным оборудованием, да? И также, конечно же, вот сейчас строительство идет онкоклинического центра, который, собственно, мы ожидаем в этом году. И тоже уже, несмотря на то, что, казалось бы, объект еще не введен, но тоже очень много направлений, которые развиваются, вплоть до того, что и кардиогенетические направления развиваются, то, что касается кардиологии, онкогенетические направления развиваются. И мы сегодня уже можем говорить о лечении высокоточечном, высокопрецизионном, ну и, можно сказать, персонализированном. Да? Ну и, конечно же, очень много направлений, которые по другим профилям, это и офтальмология, очень на слуху, наверное, да. Тут, конечно же, наши офтальмологи очень продвинулись. Мало того, что они оказывают помощь на территории республики, они оказывают помощь на новых территориях. И, конечно, про наших офтальмологов уже говорят на очень высоком уровне. И сообщество медицинское российское знает об этом. Ну и, конечно же, есть и другие, практически все направления у нас. Наши травматологи, специалисты республиканской больницы экстренной номер 2, которые оказывают помощь всем нуждающим, экстренную помощь. И при этом порой делают такие чудеса, что удивляешься многому. Те же комбустиологи, которые работают с холодовыми травмами, с ожоговыми, которые, наверное, одни из самых первых стали применять биомедицинские клеточные продукты для того, чтобы ткань ожоговая быстрее репарировалась, то есть заживлялась, эти моменты. То есть то, что касается развития здравоохранения, здесь можно говорить о многом. И, конечно, мы на сегодняшний день работаем для оказания доступной, качественной медицинской помощи. И когда я говорила о первичном звене здравоохранения, здесь тоже сделано очень много, начиная с того, что мы проводим процессные технологические моменты, которые должны быть удобны для наших пациентов. Конечно, делается многое, но есть очень большие цели. Для этих целей необходимо очень, необходимо не то, что времени не так много, но мы должны здесь и сейчас оказывать качественную, доступную помощь нашим землякам. Ну, а так, в целом, конечно, очень о многом можно было бы сказать. Я даже могу сказать о том, что мы ранее говорили о том, что очень сложно оказывать помощь населению, которое живет далеко, труднодоступные районы, да, отдаленные районы. Но сейчас уже тоже есть механизм, которым, собственно, очень хорошо работает. Это арктическое направление медицины, о котором можно говорить много. И это все благодаря работе и вниманию главы республики, потому что вот тут, конечно, я могу тоже очень много говорить, только
все, что вас интересует, могу сказать об этом тоже. Кстати говоря, об арктической модели медицины. Вот в рамках поручения главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева с этого года был запущен проект. Расскажите, пожалуйста, в чем суть проекта, задачи и перспектива? Да, это действительно уникальный проект. По посланию, по поручению главы в послании звучало о создании арктической модели медицинской помощи. И с этого года мы запустили этот проект, который уже на сегодняшний день охватил практически всю Арктику. 100% все населенные пункты, 89 населенных пунктов были осмотрены специалистами, врачами. Это выезжали как раз бригады врачей, в которых были узкие специалисты, которых нет в арктических районах нашей республики, и они обследовали население нашей республики. На сегодняшний день более 15 тысяч человек обследовано. Из них, конечно же, обследованы дети, и это очень радует, что, конечно же, приближается медицинская, эта модель приближения специализированной первичной медицинской помощи для арктических, отдаленных, труднодоступных районов республики. И, конечно, этот проект пользуется особым успехом и особым вниманием наших жителей северных арктических районов. И на сегодняшний день уже говорят о том, что даже промышленные районы, а нельзя ли в наши районы отправлять такие бригады. Но перспективы у этого направления очень большие. Мы будем его развивать, и это вот на этот год является пилотом, а с будущего года, конечно, это будет на регулярной основе. Конечно, Лена Николаевна, разговоры о сфере здравоохранения – это благодатная тема. Вы сегодня к нам пришли в преддверии праздника Дня медицинского работника. Возможно, пользуясь случаем, вы хотите поздравить своих коллег, и какие-то у вас для них есть пожелания. Ну, конечно, наш праздник, он традиционно в третье воскресенье июня. Очень здорово, что это все-таки летний праздник, теплый праздник. И, конечно, хочу, во-первых, поблагодарить всех коллег за ту работу, которую они ведут. То есть они ежечасно, можно сказать, ежеминутно спасают жизни людей, возвращают здоровье и качество жизни людям. И, конечно, хотелось бы, чтобы наши коллеги были сами здоровы, счастливы, успешны. И все те направления, в которых они работают, и те планки, которые ставят перед собой, они должны быть достигнуты. Конечно же, я желаю, чтобы наши коллеги были счастливы. Благодарю вас, Лена Николаевна. Давайте пожелаем с вами здоровья друг другу в честь праздника. Большое спасибо, что стали гостьей нашей студии и провели здесь время в рамках очень интересной беседы. Спасибо большое. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя и до встречи в эфире.